$30 в месяц. Такую сумму в помощь от крымско-татарской диаспоры Турции будут получать 60 крымско-татарских студентов и школьников, которые были вынуждены покинуть оккупированный Крым. Подробнее из Турции Эмине Халил. Потенциальных спонсоров собрали на завтрак и рассказали о проекте. До оккупации полуострова крымско-татарское сообщество Турции всегда поддерживало студентов из малоимущих крымских семей. Решили возобновить традицию и в этом году. Как вы знаете, Крым по-прежнему оккупирован Россией. У наших соотечественников оттуда есть дети, семьи. Они должны получать образование. В Турции есть большая крымско-татарская диаспора. Мы должны поддержать тех, кого мы когда-то оставили в Крыму, хотя бы выделив эти стипендии. Я принимаю участие в этой кампании, потому что Крым — это наша родина. Наши предки переехали оттуда. Там тяжелая ситуация, а детям нужно учиться. Крым — это земля наших предков. Наша прямая обязанность дать образование детям, наших соотечественников и братьев. Для будущего Крыма нам нужны образованные люди. Мы решили поддержать эту кампанию, потому что образование — это важно. До оккупации полуострова собранные деньги раздавали в Крыму. В этот раз организаторы решили поддержать учащихся и студентов, которые вынужденно покинули территорию Крыма после оккупации. Это будут дети, которых будет рекомендовать крымско-татарский меджлис. Они будут отбирать и сообщать нам. Главные критерии стипендиатов — это должны быть дети из малоимущих семей, поддерживающие взгляды крымско-татарского меджлиса. Для желающих принять участие в акции мы подготовили и раздаем ознакомительные брошюры. Отправляем сообщения, информация есть и на нашем сайте. Ежемесячно студенты и школьники, отобранные меджлисом, будут получать по $30. Контролировать процесс отправки и получения материальной помощи будет стамбульское сообщество крымских татар. Пока что получать стипендию будут около 60 человек. Эмине Халил, Владлен Мельников, Заман, АТР, Стамбул.